Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 30 апреля 2020 года. Посмотрим на цыганской колоде и дополнительно на маг-картах. Вот это у нас карта дня, шестерка бубновая. Это карта для отношений, для работы, для финансов. Карта удачи, карта проблемы и карта совета. Итак, посмотрим. Шестерка бубновая у нас выпадает. Карта говорит о том, что нам сегодня очень везет. Все сложные моменты, которые были и мешали нам жить, не давали нам спать, они все разрешаются. Причем приходит помощь совершенно неожиданно. Это могут быть люди какие-то очень дорогие для нас, да, то есть, допустим, кто-то из родственников, которые имеют возможность помочь, или это может быть друзья, которые, может быть, хорошее социальное положение занимают. Это могут быть просто ситуации очень удачные, вот просто везет, белая полоса началась и все. Карта очень хорошая для денег, карта хорошая для новых знакомств. Карта хорошая для того, чтобы на работу устраиваться или идти на повышение. В общем, абсолютно все ваши желания, которые стопорились, они могут начать реализовываться, причем очень легко. Для отношений здесь у нас основная карта валет бубновый. Карта говорит о том, что здесь, скорее всего, будет вопрос стоять взаимоотношений, когда один из партнеров активен, а другой пассивен, когда один берет на себя всю ответственность, а другой как-то не очень спешит с этим, да, и вот из-за этого могут быть какие-то сложности, проблемы. Ну и вообще придется, может быть, одному из партнеров очень много усилий прилагать для того, чтобы вот что-то в вашей паре решать. Посмотрим, что ждет тех, кто у нас в поиске партнера. Карта говорит о том, что ваше счастье уже рядом. Скорее всего, вы можете действительно иметь возможность, шанс познакомиться с человеком в пути. Причем здесь нужно успеть, если вы сейчас будете медлить или будете думать, надо или не надо, страшно или не страшно, да, то есть вот человек может просто промелькнуть в вашей жизни, и вы не успеете с ним пообщаться, познакомиться и так далее. А теперь для тех, у кого пара. Здесь, скорее всего, будет не только вас дело касаться, но и ваших детей, если они у вас есть. Если же нет детей, то тогда один из партнеров будет постоянно как-то мешать проявить себя другому, да, то есть если один хочет, допустим, учиться, второй говорит, зачем тебе это нужно, или один хочет начать какое-то дело, другой говорит, у тебя ничего не получится, лишь только деньги потратим, время потратим и так далее, то есть может быть такое. Либо очень важным становится вопрос детей, которые тоже могут просить родителей о том, чтобы они им позволили заниматься каким-то видом творчества, да, в общем, как-то себя проявить в соревнованиях, может быть, участвовать или еще что-то в этом роде. И родители могут даже между собой поссориться и никак не могут договориться, стоит ли ребенку это позволять или нет. И ребенок тут как пострадавшая сторона, может быть. Здесь вот на рисунке у нас такой папа, который обрезает крылья своей девочки, дочери, да, то есть получается так, что вот наши вот эти грубые слова, критика и отказ, может быть, действительно лишат возможностей каких-то наших детей. Либо, если это не детей касается, то точно так же мы можем действовать по отношению к своему партнеру. Так же, как нас когда-то родители, допустим, ограничивали, точно так мы можем ограничивать своего партнера, и это тоже не очень для нас хорошо. Для тех, кто в ссоре.
Карта говорит о том, что пока еще стоит подождать, время не пришло, но есть возможность прекрасная для перемирия. Скорее всего, нужно созреть, нужно подумать, дать и себе, и другому человеку. Может быть, если вы сейчас поспешите, вы только хуже сделаете. Человек может не понять, не принять, и, может быть, даже дальше будет вас осуждать и не понимать. Нужно, чтобы какое-то время прошло, чтобы он почувствовал, что ему без вас плохо, и тогда он захочет сам мириться. Или вы, допустим, тоже можете к чему-то прийти, вот к каким-то правильным мыслям, которые касаются ваших отношений. Может быть, вы тоже как-то неправильно себя здесь в отношениях ведете и поймете, как вам лучше поступать, как-то переварите эту ситуацию и потом уже мириться. То есть сегодня нежелательно, сегодня лучше проанализировать это все. А теперь работа. Для работы основная карта девятка трефовая. Карта говорит о том, что здесь работы может предстоять много. Работа, скорее всего, в коллективе. Это может быть борьба за должность или за повышение в карьере, или вообще за возможность остаться на какой-то работе. И, в общем, все, что связано с профессией, это важно. Здесь, может быть, нужно будет как-то особым образом себя повести, да, то есть, может быть, ситуация будет требовать того, чтобы вы приняли решение, чтобы были гибкими, чтобы, может быть, временно на что-то соглашались, на что постоянно бы не согласились, да, если у вас есть конкуренты, нужно как-то себя проявить с более такой лучшей стороны. В общем, такие вот как бы хитрости нужно будет применять, скорее всего, для того, чтобы все прошло благополучно у вас в работе сегодня. Может быть, даже придется кому-то даже и подольстить. Карта говорит о том, что, ну, самое главное, чтобы это не было такой явной манипуляции, да, если это безобидно что-то, то тут нет вреда. А для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что, скорее всего, очень сложный будет день для поиска работы. И как раз потому, что слишком много людей сейчас ищут работу, или, может быть, потому, что у вас уже были отказы. Но карта говорит о том, что нужно как бы передохнуть, а потом снова продолжать поиски. Для тех, у кого есть работа, карта говорит о том, что, может быть, сегодня вам придет такой случай, представится такая возможность, что будет работа, которая вам очень подходит. То есть это просто ваше, ну, как бы предназначение, да, возможно, будет предложена такая работа, либо такой проект, где вы можете себя проявить. Карта говорит о том, что счастливое время настало, нужно хвататься за возможность, потому что если этот проект, эта работа будет очень удачна, то в дальнейшем вы не только получите возможность как бы приятным делом заниматься, любимым делом заниматься и быть полезным, но еще и, возможно, вот естественным образом будет рост и улучшение в карьере. Для тех, у кого свое дело, здесь карта говорит о том, что есть сдерживающие обстоятельства, но мы злимся на то, что не можем двигаться, не можем предпринимать какие-то действия, осуществлять проекты, а оказывается, вот, что судьба очень дальновидна. Если бы мы сегодня какие-то действия совершили, которые планировали, это нас привело бы к чему-то негативному, к какому-то краху. Вот, и то, что сейчас происходит и что-то не дает нам двигаться, реализовываться, это нам на благо окажется в будущем. А теперь денежки. Для денежек девятка пиковая выпадает. Карта говорит о том, что с деньгами могут быть задержки, если, допустим, есть какие-то договоренности уже, назначены, может быть, сделки какие-то, тоже могут быть какие-то сложности, задержки, или может быть, нужно будет дополнительно что-то еще, какие-то там справки, договоренности, разрешения и так далее. Но если уже все готово и у вас, наоборот, была какая-то задержка, то вот как раз сегодня здесь все происходит так, как надо. И вообще это карта стабильности. Вот сколько вам нужно денег, столько вы и получите сегодня. А для тех, кто
на зарплате. Здесь сложности пока что и страх за то, что будет дальше. Будет ли вообще работа, будут ли деньги. Давайте посмотрим, обоснован этот страх или нет. Карта говорит, что вы все равно прекрасно будете зарабатывать, еще и лучше найдете работу, где будете выражать себя и будете больше радоваться своей деятельности. И люди тоже будут... клиенты или вот с кем вы работаете, тоже будут вас лучше встречать. Для тех, у кого свое дело, здесь в финансах, может быть, потребуется помощь или от вас, или вам. Карта говорит о том, что... Так, сейчас посмотрю дополнительно. Да, потребуется взгляд такой со стороны, может быть, нужно будет пригласить специалиста, да, для того, чтобы наладить финансовые вопросы или прояснить какие-то моменты по сделке, или вам нужно будет ориентироваться на будущее, а не на сиюминутный момент, не на сиюминутную выгоду. То есть, если у вас вопрос стоит так, что сейчас вы выигрываете, а в будущем вы проигрываете, то от такой сделки лучше отказаться. То есть нужно именно на будущее ориентироваться. Если в будущем вредит какая-то покупка, продажа, значит лучше это не осуществлять. А так вообще вот карта говорит о том, что все необходимое будет. Единственное, для того, чтобы и в дальнейшем дела шли хорошо, такая кармическая составляющая вмешивается, желательно кому-то в этот день помочь деньгами, тому, кто в этом нуждается. Теперь здесь у нас, так, это у нас карта удачи, да. Удача в том, чтобы мы сегодня приняли шанс какой-то новый на изменения в своей жизни. Особенно это касается работы. А вот все предложения, все какие-то идеи, которые сегодня будут приходить, очень важно их обдумать, принять как-то. И если мы сегодня отказываемся меняться, то это может стать для нас проблемой. Так, вот особенно учиться, да, особенно советы от мудрых людей, особенно построение каких-то отношений, налаживание новых связей. Вот от этого ни в коем случае не надо отказываться, в этом удача. Проблема валет трифовый. Проблема в том, что мы можем как-то отказываться от людей, которые нам нужны, да, допустим, какая-то сиюминутная ссора, да, и мы можем потерять человека, который нам как бы долгое время еще мог бы быть с нами. Кроме того, мы можем отметать очень резко какие-то нужные нам идеи, шансы и все такое прочее. Да, тут тоже нужно быть осторожнее. И также это карта зависимости. Если у нас есть любая зависимость, лень, там, курение, спиртное, в общем, абсолютно любые зависимости есть, то вот может быть проблема из-за этого сегодня. Посмотрим, о чем тут конкретно. Больше всего в отношениях у нас здесь могут быть проблемы. То есть вот самое плохое, если мы какого-то человека обидим сегодня зря и можем потерять друга или можем потерять очень полезного в будущем человека. Теперь совет туз червовый. Карта говорит о решительных действиях, и мы должны обязательно здесь как бы мобилизоваться сегодня. То есть мало того, что нам удача приходит, да, мы должны и активные действия совершать. То есть удача будет по-любому, но насколько результативный будет день, все-таки зависит от нашей активности, от того, насколько мы готовы взять на себя ответственность. Здесь вот эта карта, она очень часто связана с какими-то новыми предприятиями, новой работой, новыми связями, знакомствами и так далее. Вот карта говорит о том, что вот если мы активность проявим, то мы удачу свою в несколько раз увеличим. И это впоследствии может действительно как бы стать источником нашей профессии, наших денег и так далее. Друзья, желаю замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.